У нас была дотация, значит, рубль 20 на каждого пассажира, как выпадающие доходы. Это по этим дачным расчетам, нет? Почему по дачным? По Вообще? городским. По городским. Рубль 20? И плюс 2,48 это инвестиционная составляющая на вот эти 10 лиазов. То есть где-то 2,5 миллиона мы получали. Вот. А то, что касается, ну, по дачным сейчас пока как бы вопрос не стоит, поскольку до дачного сезона еще, скажем, далеко, да. То есть, ну, как бы дачные у нас разница была между установленным тарифом и провозной платой. Какая будет в следующем году, мы пока не знаем. А вот по межмуниципальным пригородным достаточно произошло снижение бюджетного финансирования. То есть, если мы где-то получим в этом году, вот по итогам года, где-то 40 миллионов по пригородным межмуниципальным маршрутам, то в следующем году где-то приблизительно, так думаю, 23 миллиона. Потому что 25 выделено на всех, но в основном как бы мы, там еще есть, наверное, небольшое предприятие, то, думаю, ну где-то 23. У нас есть лиазы, которые мы взяли в лизинг, да, и сейчас они у нас, мы платим лизинговые платежи там за счет бюджетных ассигнований, нам бюджет датирует за них, это 182 тысячи за 1 ляз в месяц. То есть как бы сумма не маленькая. То есть, а вот с Нового года, когда прекратятся эти бюджетные ассигнования, встанет проблема, как мы будем платить. 5 лет назад у нас такого не было состояния, что вот мы банкроты, и как бы 5 лет назад, в принципе, как бы мы справлялись. А из-за чего вообще вот это вот все сильно вот так вот пошло, то есть, когда у нас был организован вот профсоюз, последний, да, вот где... То есть профсоюз начал бороться за то, чтобы мы работали по отраслевому тарифному соглашению. В отраслевом тарифном соглашении очень большие часовые тарифные ставки. И там предполагается постоянный рост заработной платы, там как бы... Не по силам, то есть предприятию без вот, должного бюджетного финансирования нет, не по силам.